Здравствуйте всем, здравствуйте, дорогие слушатели и дорогие зрители. А, Сегодня 28-й день, как начали Холокостов убить украинского народа от российских властей. Следим, не сидим со стороны, балансируем тоже ситуацию. Извиняюсь, всем так с вами. Балансируем все то, что есть. И радуемся тоже шаг с шагом украинской победы. Что они освобождают. Ну, конечно, война без потерь не бывает. Я бы хотел вот, обратиться к Путину, да? А тут уже Лукашенко понятно всем, да? И вам понятно, и мне понятно. Он всегда двойной стандарт. Он всегда смотрит веси, куда идет тяжелость, он всегда ту сторону. Лукашенко тоже, походу, начал кинуть своего старшего брата Россию. Он прекрасно уже осознает в этой войне Россию не победит. Россию не победит в этой войне. Он это прекрасно знает, Лукашенко. Он уже начал свою позицию менять. Ну, конечно, он против войны, он уже как-то, он этого не хочет, этого. Ну, его первые слова, которые он перед Путиным, наша совесть чиста, превентивный удар. От этого разговор я понял, что Лукашенко тоже был об этом в курсе. Лукашенко тоже был в курсе. Почему? Потому что он говорит, если бы за 6 часов до этого превентивный удар не был бы, они начали бы атаковать Украину, как их разведка работала, и даже их места он знал. Это получается, что про это удар, про все это, про превентивный удар Лукашенко был в курсе, и Лукашенко поддерживал все это, как-то говорят. Это план Путина и с поддержкой, или, скажем, с поддержкой Лукашенко был. Что никогда, например, Путин, он без поддержки Лукашенко, да, без согласия Лукашенко он этого не делал. Мы все прекрасно знаем, он уже ставит в курсе Лукашенко на всякий случай там нападать, если что. Войску там уже выводили перед этой атакой. Это получается, на все это геноцидом Лукашенко был в курсе. Один из тех людей, Лукашенко, который, скажем, что соучастник это Холокостов. Соучастник.
он все прекрасно изначально проводили несколько совещаний, летал несколько раз, не государственным визитом. По слова Лукашенко, это уже, скажем, понятно. Понятно, что оно и было, действительно. Да, Лукашенко уже соучастник этого терроризма. Но он сейчас уже меняет свою позицию. Он хочет выходить из этого озера сухим. Понимаете? Лукашенко старается, чтобы выходить из этого озера сухим. У Путина одна неправильный расчет был здесь. Я скажу, какой неправильный расчет. Те люди, которые в окруженных Путиным, да, в окруженных, которые есть, те люди, которые готовы за деньги убить народ украинца, за деньги готовы убить русского народа, за деньги, за власть, за деньги готовы уничтожить державу российскую, да? Они и за деньги готовы и убить Путина. Потому что эти люди все делают не ради Путина, не ради кого-то, а ради денег. Сейчас их актив, то, что они продали жизнь, продали все, убивали, уничтожали Россию, да, насиловали по всей дырку Россию, зарабатывали это деньги, теперь это деньги закрыто. Понимаете? Когда у человека нет деньги, он переживает меньше. Когда у него есть, потеряет этого, вы представляете, если у вас от кармана пойдет деньги, ну, размер $1000, например, немного. Вы просто спать не будете несколько дней. Несколько суток вы просто спать не будете. Вот теперь вы представляете, которые миллиарды потеряли за один день. Не миллионы, миллиарды, которые они насиловали весь Россию, весь народ России, воровали. Им был без разницы, умирает от голода, детей умирает от холода, бабушек умирает, дедушек умирают. Им надо было деньги. Они поэтому вокруг Путина объединились. Путин собрал такие команды. Одни предатели, одни ради деньги, на все они готовы. Просто так взять. Все начальники милиции, которые, они прекрасно знают, что народ, когда выходит что-то требовать, да, нельзя их бить, потому что они безоружные люди. Они просто требуют что-то. Дайте газ, дайте там, дайте пенсия маленький, да? Ну что-то они требуют. Они готовы их бить, убить, закрыть. Вот такие предатели, все они во власти сидят. Вот представляй, Путин теперь. Ты думаешь, это предатели.
ради деньги убивали, насиловали весь страну. И сейчас они ради деньги были, твой приказ выполняют и выполняли. Бомбили Украину. Они прекрасно знали, это люди, что столько детей там будет умирать, стариков, молодых людей, да? Они ради деньги это делали. Закон, они ради какой-то Россия, они ради какой-то русский, ради деньги было это. Ради деньги. Что там, Путин, думаешь, они ради деньги тебя не уберут, что ли? Когда они эти деньги потеряют, что будет с тобой? Какой гарантии ты будешь давать? Русский мясо будешь продавать, что ли? Будешь покрывать их ущерб. Что ты будешь делать? Они прекрасно знают, что не будет, как раньше, нефть продаваться. Они прекрасно знают, не будет газ продаваться. Да? Не купит. Вы и клиентов потеряли, и деньги потеряли. Особенно вчера один ролик видел, да? Шокирующий ролик. Путин выступает в стадионах, которые есть в стадионе, выступают. Говорит, кричит, орет, мы вместе, мы сила. Студентов собрали, да? Якобы собрали. А там внутри это людей подпевание гимна нашли тот актера, который в прошлом году он умер. Он стоит и подпевает. Актер. Я думал, вот это что, да? Значит, если ты Бога от души просишь, Бог все исполняет твое желание. Походу, он от души просил, чтобы один день поддержку Путину, да? Ну, сказал, ладно, иди один день поддерживай Путина и потом приходи обратно. Вот так получается, да? Вот русский теперь верьте Богу, что когда ты от души желаешь, хочешь от Бога, вот исполняется твою мечту. Вот теперь верьте, который в прошлом году умер, артист, актер, сейчас стоит обок Путина, подпевают гимн. Поддержку пришел человек. Оттуда. Просил Богу, а за один день на выступлении Путина я хочу на трибуну один раз последний подпевать русский гимн. Он, оказывается, сильный патриот был. Это тоже монтировали, оказывается. Не знаю, в Зеленый домик заходил Путин и вот это все говорил, то, что есть. Оказывается, не Зеленский актер. А актер действительно актер Путин, а не Зеленский. Орал, кричал и все взяли, монтировали. Какой-то прошлогодний праздник. Текст новый, который Путин говорил, а остальные все это прошлогодний монтировали. Вот такой история. Так что Владимир Владимирович Путин теперь ты будешь убегать от своих, не от украинцев, не
от американцев, ни от кого. Теперь ты будешь убегать от своих, которые сидели рядом тебе, жрали, кушали вместе, команда, насиливали весь страну, весь Россию, да? Вот теперь будешь от них убегать. Почему? Потому что они потеряли все, что делали. Это деньги все это деньги уходит на восстановление Украины. Вам это деньги не вернут, не дадут. Весь мир это средства, которые ваши замораживали. Это средства, они уйдут на восстановление разрушенных путинские приказы, города, села Украины. Это деньги, вся ваши ворованные деньги уходит туда. Вы свои деньги возьмете только от Путина. Вот. Даст еще вам Бог жизнь, прожить еще 20-30 лет. Еще вот воруйте 20-30 лет и накапливаете себе еще это деньги. А то, что вы накопили, хотели вот отдохнуться, да, у вас уже как-то не получается. Потому что это деньги вам не вернут. Они не дают вам эти деньги. Вы эти деньги только можете взять от Путина. Вот у кого есть желание, найдите Путина, верните свои активы, верните свои деньги, уважаемые олигархи, уважаемые люди. Я скажу одно, что эта война будет выиграна или проиграна. Не имеет это значения. Шойгу автоматически он будет ликвидирован, не уволен, будет ликвидирован. Как говорят Эмомали всегда, да, безарар гардонда мешава. А еще несколько людей, которые есть, они... Вот так тенек, оказывается, хорошо было бы к КамАЗу заехать. Вот. Ага, ты хочешь заехать сюда? Давай, заезжай, братишка. Походу поворачивается. Вот. И еще несколько людей, которые проектировали эту ситуацию вот, в данный момент, да, они тоже будут ликвидирован или задержан по обвинению, которые ложные. Не ложные, а на самом деле они такие преступники. Они. Вот. Это сейчас я смотрю ситуация России, да, это мой взгляд, я то, что вижу. Шойгу автоматически будет уволен. Сейчас просто, как-то говорят, не время этого делать. Но вот это будет война проигран или выигран, без разницы. Уже Шойгу ненадежный человек. Это гарантия на миллион уже, как-то говорят. Не 100, а миллион. Еще несколько людей там уже будет ликвидированы. А те олигархи, которые потеряли деньги, они тоже будут убиты, они ликвидированы тоже. Почему? Потому что Путину откуда вернут такой деньги? Как раньше были же группировка, которые охраняли, зарабатывали, а для того, чтобы это актив все забрать себе, их ликвидировали, чтобы давай, до свидания, и тебе нету деньги нам. То самое сделал тоже Белоруссия, например, да? И Эмомали Рахмон, Таджикистан, то самое сделал.
все командиров, все, то, которые воровали, продали свою родину ради желудок, накопили как крыса деньги. А потом раз, Эмомали Рахмон убрал, и это деньги забрал себе. И убрал, это деньги забрал себе. Эти олигархи будет уничтожен. Просто будет расстрелян, как 90-х годах, покушение, убийство, снайпер. Все, чтобы не вернуть это деньги. Путину надо отвечать за все это. Я просто вот это вот то, что сценарий, который я вижу, я это сценарий говорю. Если эта война будет выиграна или проиграна, как сохраняется, останется эта власть, Путину надо будет вернуть им это деньги. А это деньги мир не отдает. Они идут на восстановление Украины. Вот тогда что будет делать Путин? Вариант Путина. Как будет отдавать эти деньги? Как будет объяснять хозяинам эти деньги за ошибку Путина? Или, скажем, допустим, за все, короче, то, что делал Путин, за это, за поступку Путину, они потеряли миллиарды. Просто миллиард потеряли. Это их деньги сгорел. Они что-то. Тут одна. Ликвидировать хозяина. Все. Пусть деньги уходят, хозяин ликвидирован, снайпер работает, все работает. Теперь в России будет они друг друга гонять. Понимаешь? Здесь вариант такой, они друг друга будут гонять. А путь Путина только ликвидация хозяина этого олигархов, чтобы никто не требовал. Хозяин этого деньги надо ликвидировать. Оно и будет. Оно и будет так. Сценарий будет точно такой же. Потому что Путину уже не вернут это деньги. Не вернут. Не может это вернуть. Никакой шанс нету, чтобы вернули это деньги. Никакого шанса нет. Никакой шанс. Путин, то есть Третья мировая война, то Четвертая мировая война, Путин будет между своими. А не чужими, а своими. Потому что им надо вернуть деньги. Они будут охотиться за Путиным, а Путин будет охотиться за ними. Тоже создадут несколько групп, как 90-е годы. Как были Чебаевские, как были другие, как были третьи, как были четвертые, как были Самарские, как были Тольяттинские, как были... Ну, были такие группировки. Как они друг друга захерачили. Вот такой же группировка будет опять создан. Искусственно создан, чтобы уничтожать это олигархов. Уничтожать. Их просто убить. Другого варианта у Путина нет вернуть деньги. Нет другого варианта вернуть активы этих людей. Вот такой красивый сценарий, скажем, будет русский сериале последний. Вот будет этот сериал сниматься. 90-е годы были сериалы про бандитизм. Вот это вот в сериале будет. Вот теперь Путину надо держать крепкий путь, чтобы уничтожать олигархов, уничтожать все, ну, кого он может, кто он сейчас в данный момент работает в власти, может их каким-то этом обвинять и, скажем, вот, судить, да, и с таким этим
скажем, то, что уничтожат этих, да? А кого они не могут с этой, они не связаны. Они уже, их будет уничтожать вот с пути мафии. Как это сделал Борис Немцова, да? Ну, убили прямо в Кремль, возле Кремля. И не нашли этого убийцу. А этих тоже такой сценарий, который вы создали до этого времени, теперь этот сценарий ждет вас, вот, всех вас, уважаемые эти олигархи. Теперь этот сценарий будет ждать просто вас. Вы как пауки, да, вот так все сет бросали, и вы сами в этой сет попали. Вот вариантов другого у вас нет. Здесь есть два варианта. Или олигархи Путина, или Путин олигархов. Третье соглашение путь нету. Понимаете? Вот. Только здесь есть, скажем, два пути. Или Путин олигарха, или олигархи Путина. Вот такой ситуация у них в данный момент есть. Вариант третий я не вижу. Чтобы вернуть их деньги, мир не дает. Почему? Потому что в Украине очень большой ущерб. Все деньги, средства будет уходить туда. Им эти деньги не вернут. А Лукашенко уже занимал свою позицию. Он понял, что там уже хреново. Ошибка Путина то, что был, например, Белоруссия, Таджикистан и других местах, да, Путин что делал? Именно Кремль, я не скажу Путин, именно ошибка Кремль. Что был их ошибка? Их ошибка был то, что одного человека 30-летиями держали там. Что в Таджикистане, что в Кремле, что в Беларуси, да? Они могли бы готовить своих людей там. Были до хрена оппозиционные или другие группы, да? Другие политики. Они готовы были из России работать, да? Если менялся бы президент хотя бы вокруг, что Казахстан, что... Вот посмотрите, один президент менялся в Казахстане, уже какой-то память людей немножечко поменялся. Вот, люди уже начали думать по-другому. Один президент поменялся в Узбекистане, уже понимаете, уже люди считаются вот в Средней Азии, это самая демократическая сейчас страна, это Узбекистан, развитая страна демократическая. Люди так думают. Вот Киргизстан вообще демократия. Люди так думают. Если вы бы готовили бы там других людей, меняли бы каждые 8 лет, 7 лет, вот, меняли бы, ну пусть будет кремльский, да? Не было бы сегодняшней ситуации. Не было бы. Вот Лукашенко поменяли бы. Раз, сидел 4 года, 5 лет, не знаю, да, 2 срока или 1 срок. Все, тихонько, Лукаш, собирай свои манатки и все, давайте работай в другое место. Пусть другой партия. Ну, вся до сих пор, скажем, вот до несколько лет назад,
Я знаю, что у нас тоже вся оппозиционная группа, что внутри и что наружу, готовы были с русским властям сотрудничать, работать, как-то говорят, подчиняться. Уже сейчас этого не хочет. Когда-то хотели все. Все хотели, все думали. Да, у нас крыша это Россия. Мы должны с ним работать. Все это думали. Ну а сейчас люди уже этого не думают. Понимаете? Людям уже это, скажем, как-то грубо говоря или легко говоря, да, это уже похрен. Поэтому Россия потеряла очень много, очень много. Он мог бы поменять, он мог бы сейчас можно было бы несколько уже такой оппозиционных готово сидеть на власть вместо Лукашенко, да? Они спокойно поддерживали бы Россию, не отходя от кассы. Сказали бы, Лукашенко не поддерживает, поменяем, вот этот человек поддерживает, да? А сейчас, понимаете, вот у них вариантов нету. Вот, вариант нету. Чтобы они что-то делали, чтобы они что-то поменяли. У них уже этого варианта не видно. Поэтому они закроют свои глаза и терпят. А Лукашенко то, что продал Путину, такие продажные, от таких продажных все время можно было ожидать все то, что сейчас происходит, а это было можно давно ожидать это. Почему? Потому что они были продажными. Я тебе говорю, кто продажный, вот да, я вам всем говорю, кто продажный, продается за тебе, ты знаешь, он готов, он продаваться кому-то. Он ради тебя готов убить кого-то. Понимаешь, что он ради кого-то, он тоже готов убить тебе. Здесь дорога закрыта, придется вот так немножечко, да? Понимаете, до этого? Вот такой. Люди продажные, они везде продажные. Они везде тебе продадут. А люди честные, которые честные, не продажные, они не ради деньги с тобой. Они не ради... Вот бабы, которые вот обычно вот возьмем вот это вот бабы, которые вот за деньги, да? У тебя есть деньги, у тебя нет никакого вида, у тебя нет ничего, но у тебя есть деньги, у тебя есть хорошая жизнь. Эта баба готова с тобой жить ради того, чтобы с тобой каждый месяц, каждый год 2-3 раза Мальдивы, Дубай, летают, отдыхают, тратят твои деньги. Он за это готова с тобой потрахаться, понимаешь? Прекрасно она тебя не любит, не нравится тебе. Просто ради твои деньги на это готова эта баба, да? Вот эти люди точно такие же бабы, которые ради деньги на все готовы были. Но пойми, тоже они ради деньги готовы. Тоже эти бабы, которые найдут еще немножко круче, чем тебе, да? Они в первую очередь изменяют тебе. Потому что там в ваших отношениях нет чувства, нет любовь, да? И нет ничего. В ваших отношениях есть только деньги. Играет роль деньги. Ничего кроме денег. Здесь группа Путина тоже играл
деньги. Кроме деньги никакой дружба, никакой братства, никакой ничего не играл и не был. Никакой верность. Вот точно так же вот одна баба ради деньги готова на все. Понимаете? Вот у тебя деньги много, ты даешь ей все, сможешь давать отдых, массаж, салон, машина купишь. Хоть ты, половина у тебя нету, да? Она с тобой спит. Она делает вид такой: ой, ты любимый мой, прыгает, хоть неприятно целует тебе. Тебе, блядь, 95 лет, это бабу, блядь, 18. Она целует, она говорит: я тебя люблю. Ради деньги. А здесь идет точно так же. Все они ради деньги. Здесь нету никакой дружбы, любовь, никакое отношение, поцелуй. Ничего здесь нету. Понимаете? Вот так что, уважаемые все зрители и Владимир Владимирович Путин, я надеюсь, что вы прекрасно поняли, о чем идет базар, о чем идет речь. Вы так что обломались, скажем, вы не то друзей выбирали вокруг себе. Теперь кушайте вашу кашу, которую вы сами готовили. Убегайте теперь от друг друга. Друзья от друга убегают, друзья от друга убегают, друг друга убивают, друг друга наемник нанимают. Вот это 90 вернулся теперь в ваших кругах. Теперь вы друг друга будете убивать, уничтожать, убегать от друг друга. Народ уже вас ни хрена не поддерживает. Ни одного вас народ не поддерживает. Это было мое мнение. Далее, пусть пишите в комментариях. Ну, стала ситуация в России. Это Путину последнее выступление было видно, что он очень злой. Мы принимали все меры. Мы готовы сделать так, чтобы ваша история не понял. Понимаете, уже он такой агрессивный, злой. Ну, это не вернешь актив кругу своих, которые потеряли. Вот. И без этого, я говорю же, последний раз повторяю, будет выигрыш или проигрыш. Будет уничтожен, они друг друга уничтожают. Больше в кругах Путина никто никому не верит. Путин и Шойгу, и другие, и третий, и четвертый, они стали друг друга врагом. Сейчас вот держится такой, они все от друг друга, они нету в одной куче. Они один тут, другой там. Все в охранах сидит. Понимаете? Варианта нету, чтобы отпускать друг друга. Как Титаник тонет. Понимаешь? Вот Титаник тонет. Все умирают. Ну каким-то образом никто никого не хочет пускать. Вот друг друга руку держит. Давай, короче, не умирай, не умирай. Кричит, но все равно вода холодная, умирают. Вот сейчас как раз вот Титаник тонет. Понимаете? Тут должна одна девушка живая остаться. Вот эта девушка, кто будет среди них, далее неизвестно. А остальные никто не будет живой, не останется живым. Все они друг друга будут жрать. Потому что у всех есть свое мафия, свое уже конкретно. Уже они друг друга настроены, опасаются от друг друга, не встречаются с друг другом. Понимаете? Весь Кремль никто не встречается друг другу. Не хочет. Боятся. Вот иду, перестрелка будет. Вот иду, перестрелка будет. Все оружие ходит сейчас. Как 90 мафия, все оружие. Один главный вокруг все это. Любая встреча может вспыхнуться перестрелка и все. Заканчивается перестрелкой. Любая встреча сейчас, в данный момент. Вы этого не верите, но я
более этого, как-то говорят, вот смотря все, ситуация новостей, то, что пропаганда, все это смотрю, она идет, наоборот, ход дает там. Это был мой мнение. Ну, следите дальше, может быть, я не прав, ошибаюсь. Всем шалом алейкум. Слава Украине и героям слава. Украина, наоборот, объединился. Живе Беларусь, алга Казахстан, озодиба Таджикистан. Особенно генерал Симусу Зеленский. Мужик достоин, мог собрать, мог завоевать любовь не только украинского народа, мирового. Мирового. Начиная от континента далекой Африки, который на тысячи людей один телефон. Оттуда начиная весь мир. Весь мир. Такого еще история не помнит. Мужик, ты молодец такой. Один прикол услышал, что вообще-то я тоже смеялся. В этом году в связи с нехваткой военной техники и, конечно, в том числе солдатов, Москва не проводит, оказывается, 9 мая. Ну, парад. Ну, Украина на себе брал это, согласился, что не переживайте, дорогие русские. У нас и солдаты есть, у нас и техники есть. Все у нас есть, обязательно мы это праздник не отложим, помогаем и проводим этот праздник. Дай Бог, чтобы был так, чтобы Украина проводила свой парад. Но я знаю, что Украина не захватывает территории российские. Если освобождают, как говорят сейчас Путин, если освобождают от нациста, от терроризма, от захватчиков русского народа, может, Украина могут освободить и отдавать русским народу. Создавайте свой нормальный власть и живите дальше. И будем дружить, жить. Вот. Теперь пришло время Украину освободить русских россиянов от русских нацистов, от русских террористов и от русских националистских, террористических партия и глава, который президент и остальные есть. Придется Украину и освободить русского народа тоже. Дальше больше следим новостей, еще что-то будем, что-то видим, какой-то анализ, прогноз будет, еще вам буду сделать видео и говорить будем. Здесь говорит Москва, слушает весь мир. Так что подписывайтесь, кто не подписал. Я это делаю не ради деньги, и не ради рекламы, не ради чего, да? Я это делаю как мой долг. Это и делать. А ему Мали Рахмон уже как-то говорят, уже чертак поймал, такой черт, он не знает, что делать. В падении Кремль, падении власть Путина будет падать и казахстанский власть, и таджикский власть, и туркменский власть. Все власти будет вот так, понимаешь, вот шахматы, которые ставит, так и ударит одного, и все падает. Вот точно так же все будет падать. Вот. Друг за другом. И белорусские, и все. Все они будут падать. Ну, Беларусь сейчас уже Лукашенко, как-то говорят, сразу изменил ход. Сейчас сторона Украина и поддерживает мировое мнение. Он тоже скоро будет выводить санкции против России. Я вам всем гарантию даю. Лукашенко все, что хочет, он делает. Он тоже завтра может заявлять, говорит, мировое сообщество, я согласен. Я тоже все подставления в Российской Федерации, что будет, тоже санкция делает. Для того, чтобы сохранить себе, он такой немножко больной. Давай, Лукашенко, уважаемый мужик, выводите тоже свои санкции, да, и держись миром, и будешь куда-то идти. Если ты не держишься с миром,
А с Путиным, а с Кремлем, ты точно вместе с Кремлем падаешь. Дали боли, салам алейкум всем. Извиняюсь, концовка немножко пошутил. До скорой встречи с вами. Не будем прощаться.